Сейчас мы зачитаем небольшую историческую справку о том, как и каким образом шла подготовка к началу деятельности Совета представителей. После этого мы начнем официально нашу встречу, и с основным докладом собрания выступит Лентун Романович Безозеев, председатель Совета представителей. Сейчас краткая справка о начале деятельности Совета, о том, как мы к нему шли. Национальное движение крымских татар зародилось в середине 50-х годов прошлого века. У его истоков стояли коммунисты, герои, интеллигенты, настоящая элита крымско-татарского народа. Можно назвать такие имена, как Мустафа Селимов, Бекир Османов, Джабар Акимов и десятки других людей, память о которых сохранилась в сердцах крымско-татарского народа, и которые начали это движение, невзирая ни на все ужасы тоталитарного режима. Позднее национальное движение за возвращение Крыма стало общенародным делом. Под давлением народного движения в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века Верховным Советом СССР был принят ряд документов, согласно которым крымско-татарский народ был реабилитирован и было принято решение о его организованном возвращении на родину. Тогда же была принята и государственная программа по финансированию возвращения крымских татар на родину и их обустройства в Крыму. К сожалению, с распадом Советского Союза эта программа прекратила свое существование, и нашему народу пришлось возвращаться самостоятельно, взяв на себя всю тяжесть переезда, продажи и покупки здесь домов, и оформления документов и так далее, и так далее, и так далее. До сих пор этот процесс не завершен. Более 100 тысяч наших соотечественников все еще находятся в местах высылки, не имея возможности вернуться на родину. В независимой Украине обустройство крымских татар также столкнулось с большими трудностями. До сих пор в Украине не принят ни один законодательный акт, восстанавливающий права крымско-татарского народа. Программа обустройства крымских татар практически сведена на нет, а те средства, которые перечислялись ранее, до недавнего времени просто-напросто разворовывались. Из-за отсутствия закона о реабилитации крымские татары были лишены возможности полноценно и равноправно участвовать в приватизации, в распаевании земель, в местном самоуправлении и в других процессах государственного строительства Украины. В результате сложилась нездоровая ситуация, когда крымско-татарский народ и украинское правительство выступали в противостоянии друг другу. Крымские татары вынужденно выходили на многотысячные протестные митинги, устраивали земельные самозахваты, перекрывали автотрассы и железные дороги. Такая ситуация продолжалась до 2010 года. Только в 2010 году, с приходом к власти президента Януковича, украинское правительство приступило к системному рассмотрению вопросов крымско-татарского народа. В августе 2010 года президент Янукович провел встречу с представителями крымско-татарской общественности. На этой встрече были выработаны основные принципы дальнейшего диалога украинского правительства с крымско-татарским народом. По результатам этой встречи президент Янукович своим указом утвердил новый формат единственного на сегодняшний день представительного органа крымских татар, представляющего интересы народа на высшем уровне украинской власти – Совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Президент Янукович наделил Совет представителей самыми широкими полномочиями по участию в решении всех, без исключения, крымско-татарских вопросов, от законодательных до кадровых. К сожалению, из-за жесточайшего сопротивления врагов крымско-татарского народа работа Совета представителей была заблокирована на долгих 2,5 года. За это время ветераны национального движения и Крымско-татарский народный фронт неоднократно обращались к президенту с призывом официально открыть деятельность Совета представителей. Два общенародных собрания 18 мая и 18 октября 2012 года обращались к президенту с этим же призывом. Пожелания крымско-татарской общественности были услышаны, и 30 января 2013 года Совет представителей провел свое первое официальное заседание. На этом заседании, кроме членов Совета, присутствовали высшие должностные лица Крыма и представитель администрации президента. Огромную работу по организации этого первого заседания пришлось проделать премьер-министру Крыма Анатолию Могилеву, главе Роскомнадзора Крыма Рифату Кинджалиеву, постоянному представителю президента Украины в Крыму Виктору Плакиде. Сегодня у крымских татар в лице Совета представителей появилась правовая площадка для общения с высшими структурами власти. Мы искренне надеемся, что сегодня, благодаря работе Совета представителей, решение наболевших вопросов нашего народа сдвинется с мертвой точки и придет к достойному завершению, с учетом интересов и крымских татар, и украинского государства.
Это важно и нужно для крымско-татарского народа, это важно и нужно для Украины. Сегодня на нашем собрании состоится первая официальная встреча Совета представителей с крымско-татарской общественностью, на которой Совет отчитается о своей работе, а мы, со своей стороны, передадим Совету представителей свои пожелания по его деятельности, расскажем о проблемах народа и дадим от лица общественности определенные поручения. Мы искренне надеемся, что такие встречи в дальнейшем Совет представителей будет проводить не только в Симферополе, но и во всех городах Крыма.